Доброго времени суток, друзья! С вами онлайн-школа Менің Данышпаным. Итак, сегодня наша тема Менің отбасым, моя семья. Отбасы мүшелері – состав семьи. Убедительная просьба завести тетрадь, где будете переписывать все новые слова и запоминать то, что мы уже проходили. Итак, бұл мен – это я. Менің әкем – мой отец. Үлкен ағам, старший брат, іні, младший брат. Менің анам, моя мама. Менің үлкен апам, старшая сестра. Қарындас, младшая сестра. Это что относится именно к вашей семье, где человек живет сам. Далее мы будем изучать, как называют бабушку, дедушку и так далее других родственников со стороны отца и также со стороны мамы. Со стороны отца мы называем өз жұрт. Это мои родственники, потому что со стороны отца всегда считаются как бы ближе по крови родственники, поэтому называется өз жұрт, это моя родня или мои родственники. Әке – отец, папа. Ата – дедушка, со стороны отца родственники. Әже – бабушка. Аға – брат, старший брат. Жеңге – это жена старшего брата. Сестра отца будет апа или тәте. Апа, тәте. Супруг ее будет жезде. Жезде. Муж сестры. Дети со стороны отца, либо брата, либо сестры, будет жиен. На русском языке это племянники, насколько я знаю, а у казахов будет жиен. Жиен. Теперь мы разберем родственников мамы, со стороны мамы. Их называют нағашы жұрт. Нағашы жұрт. Родственники мамы. Итак, мама или мать – это она. Нағашы ата – это дедушка, то есть папа от мамы. Нағашы әже – это бабушка, мама мамы. Брат мамы будет нағашы. Нағашы аға. Брат мамы. Жена нағашы аға будет нағашы жеңге. Тоже жеңге, как в том случае был, но нағашы жеңге будет. Нағашы апа – это сестра, младшая либо старшая сестра отца. Вам, как отцу ребенка, будет нағашы апа. Далее дети со стороны мамы будут бөле. Бөле. Итак, дорогие друзья, мы с вами разобрали родственников вашей семьи, с кем человек сам живет, да? Далее мы разобрали родственников отдельно отца и отдельно мамы. Надеюсь, вы это записали и будете учить. Теперь вам домашнее задание. Үй тапсырмасы. Запоминаем слова, которые мы учили. Во-первых, выучить новые слова. Во-вторых, переписать, как я сказала, новые слова в тетрадь. Далее, привлекать семью для изучения казахского языка. То есть делать все это играючи. Мы в наши видео никакой лишний звук, музыку, видео не включаем, чтобы человека не отвлекать. Просто он зашел, переписал слова, послушал, как они произносятся, и учит. Все. Лишнего мы не добавляем, чтобы не отвлекать внимание. Ставьте лайки, поддержите наш канал, потому что мы только его развиваем. И следите за нашими обновлениями. Скоро будут новые видео. До новых встреч!